Не успел сойти на нет интерес общества к скандалу, связанному с задержанием при получении взятки замминистра транспорта и дорог Азимкана Джусубалиева, как страну всколыхнула новость о задержании 3 чиновников по делу о нарушениях при проведении тендера на изготовление бланков для биометрических паспортов, в котором участвовало 5 иностранных компаний. Разница между участниками конкурса составила 253 миллиона 377 тысяч сомов. Тендерной комиссией по необоснованным причинам были отстранены от участия в конкурсе всемирно известные компании. По указанному факту Генеральная прокуратура Кыргызской Республики зарегистрированы материалы досудебного производства в АИС ЕРПП по статье 319, часть 1 «Коррупция». По данным спецслужбы установлена аффилированность отдельных должностных лиц ГРС с выигравшей тендер иностранной компанией. Речь идет о директоре госпредприятия «Инфоком» Таланте Абдуллаеве, статс-секретаре Данияре Бакчиеве и заместителе председателя ГРС Русланбеке Сарыбаеве. В это же время в Госрегистре заявляют, что конкурс на поставку бланков для паспортов был абсолютно открытым. У участников тендера были абсолютно одинаковые условия. Они подают документы не напрямую в Государственную регистрационную службу, а именно через портал. По процедуре мы можем только вот это сказать, что именно все по процедуре, согласно нормативно-правовым актам, вся процедура была заключена в рамках закона. Такого рода проблемы встречаются не в первый раз. К примеру, запуск одного из грандиозных проектов страны «Безопасный город» несколько лет откладывали именно из-за нечистого проведения тендеров, так как наши чиновники, пользуясь своими должностными полномочиями, делали выбор в пользу тех компаний, которые смогли предоставить наиболее выгодную сделку конкретным лицам, конечно же, не за бесплатно. Несколько лет назад государство, пытаясь бороться с коррупцией в сфере госзакупок, решило, отныне будут проводиться тендеры. Власти преследовали 2 цели. Конкурс открытый, а значит прозрачный и конкурентный. То есть все участники имеют равные условия. На деле же оказалось, что и здесь существуют серые схемы. Когда наша компания приняла участие в объявленном тендере, мы думали, что будет честный отбор. Поэтому предложили свои услуги с очень выгодными условиями. Однако, по каким-то непонятным причинам, наши документы до конца не принимали. А после объявления результатов стало понятно, что победитель был определен с самого начала. Мы пытались жаловаться, но и тут нам не дали возможности высказаться. Безусловно, не все тендеры подряд замешаны с коррупцией. Однако загвоздка именно в том, что честные конкурсы связаны с небольшими цифрами, отмечают эксперты. Тогда как крупные торги, связанные с госзакупками, являются золотой жилкой для коррумпированных чиновников. Крупные тендеры, они как раз связаны с такими скандальными происшествиями. В данный момент все тендеры проводятся на основе закона. Но, тем не менее, есть подковерные моменты. Это только, я бы сказал, лоббирование из руководства. Таким образом, можно сказать, что все конкурсы проводятся на открытой основе. Но аресты чиновников служат прямым доказательством того, что коррупционеры постоянно находят лазейки, чтобы обогатиться. Мерим Кубанычбек кызы, Жолболду Байсаев, Новости Ушпери.